Добрый день всем, кто сейчас находится на канале «Аспекты Башкортостан». Сегодня среда, 3 июля, в Уфе 11 часов дня. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдуллин, а мой собеседник, экономист Всеволод Спивак. Здравствуйте. Здравствуй, Разиф. Напомню, что программа идет в прямом эфире в Ютубе, на канале, еще раз повторюсь, «Аспекты Башкортостан». Ставьте лайки этой программе, комментируйте, задавайте вопросы нашему гостю. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Расшифровку нашей программы вы позже и архив найдете позже в Ютубе и на телеграм-канале «Аспекты Башкортостан». Желающим помочь нашей редакции финансово есть ссылки в описании к трансляции на сервисы Boosty и Donation Alerts. Воспользуйтесь ими, если у вас есть такая возможность. Мы, естественно, обсудим экономические новости. Вначале я хотел бы спросить вас, Всеволод, а какие из недавних новостей вы считаете самыми важными? Напомню, мы с вами встречались примерно чуть больше месяца. Если вспомнить за месяц, то мы видим, наверное, отключили санкции на МВБ, и, соответственно, мы перешли от определения курса рубля по отношению к евро-доллару на основании биржевых торгов к данным, которые формируются в результате внебиржевых операций. В этом само по себе нет ничего страшного, но просто это еще один шаг, который несколько удорожает транзакции. Но страшно не каждый конкретный шаг в данном случае. Страшно то, что таких шагов сотни и тысячи, в результате уже давление транзакционных издержек становится существенным при определении курсов и переводов денег соответственно. И в этой же логике, наверное, скажу еще то, что мы видим резкое усложнение проведения операций, финансово-денежных операций с Китаем, что уже сказывается на объеме импорта с Китая. Угу. Вот. Напомню, что Московская биржа прекратила торги 13 июня из-за этих санкций. И все-таки я не совсем понимаю, а что означает это для граждан? Вот для нас с вами, можем ли мы также спокойно идти покупать доллары, если они нужны, там, евро, юани в банке или нет? Я говорю, что значительное влияние, я думаю, не оказало. То есть я немножко увеличил спреды между курсами покупки и продажи после того, как все успокоилось, наличной валюты. Естественно, что те, кто не сумел вывести вовремя евро и доллар с организаций, которые были подсанкционные, будут их выводить с определенными издержками. Но по большому счету сильно ничего не поменялось. Единственное, что есть понимание того, что ценообразование и определение курса рубля по отношению к евро и доллару стало менее прозрачным. И, соответственно, мы даже видим, что можно посчитать по курсу, то есть посчитать курс доллара по отношению к рублю, исходя из данных рыночных торгов по отношению к юаню. Мы видим, что расхождение между тем курсом, который объявляет Центробанк, и тем, что можно определить по курсу, доходит до 2-3% местами. Здесь возникает вопрос, насколько Центробанк непредвзято регулирует курс. Пока курс очень близок к рыночному, это точно. Возможно, даже рыночный. Но инструмент расхождения, потенциал расхождения между этими курсами уже есть. Инструмент есть. Я правильно понимаю, что раньше курс во многом определялся именно курсом на торгах на бирже, а сейчас уже некие там расчеты и прочее происходит, и тут есть некий такой человеческий фактор, который позволяет, не знаю, условно такую ситуацию возникнуть, что нужно мне там купить подешевле доллар, я немножко пониже. Я так грубо говорю для обывателей. Скажем так, раньше он определялся на бирже, то есть не во многом, а он определялся именно для биржевых торгов. Все было понятно методика ценообразования. Сейчас методика ценообразования, во-первых, не всем понятно. Мне, допустим, непонятно точно, как точно она определяется. Во-вторых, появилась возможность менять эту методику, исходя из ситуативной необходимости. Вот. То есть пока это только потенциальная возможность, потому что мы видим, что курс в принципе он рыночный, можно 1-2-3% пытаться в моменте отловить, но тем не менее в целом он рыночный. Но инструмент и потенциал расхождения рыночного курса и нерыночного, формирования второго курса, то есть официально и неофициального, уже заложен. Пока никак сильно не сказывается. А мы можем вернуться теоретически к тем временам, не знаю, когда в Советском Союзе доллар стоил официально условно, сейчас не помню цифры, 10 рублей, а на самом деле на рынке его можно было купить только за 100 рублей, или за 60. То есть очень сильно отличалось.
Я и говорю, что потенциал расхождения официального курса и рыночного уже заложен. Пока эти курсы очень близки, либо пока, то есть, пока еще этот потенциал не реализован, курс пока либо рыночный, либо близок к рыночному, но потенциал и инструменты заложены. Да. Будут ли они реализованы в будущем, как пойдет. А что должно произойти такого, чтобы не знаю, правительству Центробанка, вернее, руководству Центробанка было бы выгодно совсем уж сильно отрывать от реальности этот курс? Очевидно, что потеря управляемости, динамикой рынка со стороны Центробанка, со стороны правительства. То есть пока еще потенциал, как мы с вами уже говорим, и год, и 2 назад говорили, потенциал просто есть, курс относительно управляем, но резервы правительства снижаются. Мы проедаем фонд ФНБ. По прошлому году проели 30-60 миллиардов. И мне кажется, что нарастает напряженность на денежном рынке. Происходит значительная эмиссия денег. Если вы посмотрите, то начиная с 1 января 2022 года и по 1 июня 2024 года М2, денежная масса, наличные и безналичные, в России выросла почти 1,5 раза, превысив порог 100 триллионов. При этом в 2 раза рост денежной массы примерно в 2 раза опережал уровень инфляции. Уровень инфляции сдерживается, я не скажу, что искусственно сдерживается рыночным инструментом, таким как высокая ставка процента, но мне кажется, что высокая ставка процента сейчас способствует, напоминает, по крайней мере, это как гипотеза, начальный этап формирования пирамиды. Мы несем деньги в банк, 10%, разница между инфляцией и той ставкой, которую мы получаем в банке, 10%, соответственно, деньги правительство выливает деньги в экономику различными путями, ЦБ, правительство, а с другой стороны извлекает их из активного оборота тем, что они приземляются на счета в банках, и, соответственно, в ЦБ в результате высокой ставки. Таким образом, денежная масса стерилизуется и не оказывает давления на инфляцию. Но за это приходится платить в конечном итоге либо правительству, либо государству разницу между инфляцией и рыночной ставкой 10%. То есть люди идут и несут деньги, и не тратят их на текущее потребление, и это не создает давления на инфляцию, именно за счет того, что им платят сверхвысокие доходы. 10% реальных дохода, то есть это 18 минус инфляция, это по мировым меркам это сверхдоход. Представить ситуацию, допустим, рано или поздно же ставку опустит ключевую с этой высокой планки. Что тогда произойдет? Тогда этот весь денежная масса хлынет на рынок, получается, или нет? Правильно, правильно. То есть, если ставку опустит значительно, денежная масса хлынет на рынок. То есть она будет конвертироваться в валюту, она будет конвертироваться в товары и услуги, что неизбежно должно будет оказать очень значимое проинфляционное воздействие. То есть пока ставка 18%, реально 10%, при наличии тех резервов Центробанка, правительства, которые есть, эта ситуация абсолютно контролируемая. Но если ее удерживать долго, я не буду говорить цифры, полгода, год или 2 года, потому что у меня нет расчетной модели, но если удерживать ее достаточно долго, то эта ситуация может выйти из-под контроля ровно так же, как в свое время вышла ситуация с ГКО. Угу. По сути, правительство... Продолжите мысль. То есть правительство вливает деньги через СВО, через госзаказ, и мы видим, денежная масса растет. И тут же платят большие проценты, чтобы эта денежная масса не уходила на рынок. Понятно. И каждый раз надо будет платить больше и больше, чтобы удержать. Рано или поздно это все обрушится. Пока есть возможность выйти из этого относительно нейтрально, подняв курс доллара, увести его куда-то в 110, 120, 130 рублей, это будет кратковременное потрясение, или можно сделать это медленно за полгода-год, и ситуация, проблема сама собой рассосется. Но если упорствовать в своем желании продолжать такую стратегию, мне кажется, это может в каком-то этапе стать проблемой. Понятно. Вопросы уже от наших слушателей поступают, от нашей аудитории. Спасибо вам за активность. Пишите, задавайте еще. Итак, первый вопрос. В какой валюте лучше держать деньги? В евро или в долларах? Я бы добавил еще, а в рублях как? Здесь первый вопрос. Как держать? Если имеется в виду безналичная форма, то кажется, что евро и доллар в безналичной форме держать очень опасно. Да? Ведь если еще остались банки, остались, где их можно держать. И, в принципе, на самом деле, даже опасно уже, в отличие от того, что мы с вами месяц назад говорили, держать в юанях. Некоторые банки уже вывели брокеры юань как обеспечение.
потому что видят возможность того, что юань, ну, в какой-то вероятности тоже перестанет торговаться на МВБ, и, соответственно, курс тоже станет не таким прозрачным, как сейчас. По крайней мере, нельзя будет проводить сделки моментально для брокера, ну, на бирже. Хранить в доллар или евро, даже не знаю, здесь вопрос гадать не буду. Традиционный ответ на этот вопрос, который все говорят, это, если мы говорим о наличной форме, то, соответственно, в корзине валют. Второй Но вопрос. в текущий момент, Да, в текущий момент кажется, что ставки, которые предлагают банки, делают приоритетом именно хранение на депозитах в наших банках 18% при инфляции 7, 8, 6. Это сказочно условия. А в рублях как? Вы не ответили на мой вопрос. В рублях на депозиты в банке. Ну, то есть, вообще, нет, если сравнивать иностранную валюту и российскую валюту, стоит в чем держать? Вот именно в рублях или все-таки в иностранной валюте, я не знаю, под подушкой там, условно говоря? Да, курс держится за счет сверхвысокой ставки. При такой высокой ставке фактически, естественно, как мы опять-таки говорили, нормальные рыночные инвестиции, займы работать не будут. Экономика нормальная рыночная развиваться при такой ставке не может. Соответственно, рано или поздно должно будет что-то с этим произойти. Если на долгосрок, я думаю, что курс рубля не сможет, если он останется рыночным, он все равно должен будет существенно упасть. Но здесь еще есть такие факторы, нужны или не нужны будет кому-то валюта. Если вы не можете провести платеж в Китай, то в принципе локально возникает переизбыток валюты, соответственно, там, в краткосрочной и среднесрочной перспективе предсказывать точные курсы я бы не стал. Все зависит от того, разрешит нам Китай провести юань к себе или не разрешит. Вот примерно вся значительная часть нашей экономики зависит от этого вопроса. Ну, правильно я вывод делаю. Если я, допустим, не занимаюсь никаким бизнесом, просто наемный работник, свои сбережения мне проще, наверное, держать, в рублях. Или я неправильно вас понял? Я бы сделал, часть бы я положил в рубли на депозиты, часть бы перевел, допустим, в замещающие облигации каких-то крупных российских структур, допустим, «Газпрома». Замещающие облигации котируются по курсу доллара-евро, но при этом и тело облигаций, и процентная часть, соответственно, платится в рублях по курсу. Там тоже есть свои риски, но, по крайней мере, просто так, смотрите, если у вас лежат доллар или евро, то они тоже обесцениваются. Если, допустим, мы привыкли 20-30 лет назад, там инфляция была там, 1-2%, и, условно говоря, можно было ей пренебречь, то сейчас были года, когда инфляция даже по доллару доходила 6-7%. И если вы держите там 3-4 года с инфляцией там, 4-5-6%, то кажется, что вы уже теряете значительную часть накопленного. Соответственно, деньги не мешало бы, что они работали бы. Если мы говорим там о замещающих облигациях, выраженных в долларах или евро, то сейчас они приносят доход «Газпрома» в районе 7-8%, и кажется, что это отбивает доллар или евро инфляцию. И более того, может быть, даже немножко вы зарабатываете. При этом храня деньги фактически в валюте. Ну, не фактически, а вот пересчитывая в активе, который пересчитывается по курсу. Комментарий от нашего слушателя под ником Марс Абубакиров. Хотел бы, чтобы вы его, может быть, разъяснили. Банки продают наличные доллары только те, которые сдали граждане, утверждает наш слушатель. Свои доллары продавать уже 2 года под запретом ЦБ. Ну и получается, что Маня и Ваня сдают наличку доллары, а Сара и Мойша их скупает. Ну, я не знаю. Про последнее. Суть в том, что сейчас доллар же есть в обменниках. То есть, локальные при каких-то новостях типа мятежа Пригожина или прекращения торгов на МВБ, спред между курсом покупки и продажи растет резко, потом опять сужается. Но в бытовом плане, в принципе, купить и продать доллары легальными путями вы можете. Еще одна новость, которая буквально, не знаю, она, конечно, давно ожидалась, но тем не менее, с 1 июля в России прекратила работу льготная ипотечная программа с господдержкой на новостройки под 8%. И, соответственно, теперь ожидается снижение спроса, а ежемесячный платеж по рыночной ипотеке в той же Уфе, например, будет в 2 раза больше, чем раньше. Вот мы вчера давали новость, что средний платеж по ипотеке в Уфе составит 94,8 тысячи рублей, а раньше было 48,2. И мне вопрос, каким же должен быть средний доход в Уфе, чтобы позволить себе такую ипотеку? И получается, строительная сфера вообще сейчас под угрозой, не знаю, стагнации?
Мы об этом с вами на самом деле давно говорили. Но смотрите, отменили лишь одну программу, а другие программы уже продолжают работать. К примеру, семейная ипотека продолжает работать, да, и тем более того, можно сказать, что часть условий стали расширили потенциальных круг тех, кто может ее воспользоваться. Когда сейчас нужен ребенок, чтобы был несовершеннолетним, раньше он должен был родиться там до какого-то года или после какого-то года. Соответственно, сейчас, да, ограничили количество ипотек, которые может взять человек. Если раньше у тебя ты попадал под условия, ты мог брать бесконечное количество ипотек. Таким образом, мне кажется, было существенной недоработкой, отсутствие таргетирования программ льготной ипотеки, потому что льготная ипотека – это не только поддержка экономики, но это в том числе и несет социальные функции. Поэтому понятно, что объемы льготной выдачи или льготной ипотеки, наверное, упадут, но я не скажу, что это будет кратно, потому что многие другие программы действия развиваются. Но при этом очевидно, что падение, отмена одной из самых популярных программ льготной ипотеки вызовет определенный спад продаж на рынке новостроек. И, соответственно, возможно, это приведет к падению цены на новостройки. Скорее всего, приведет, по крайней мере, большинство экспертов предполагают, что цены немного снизятся именно на новостройки. То есть тут некий плюс даже можно увидеть в этом. Ну, в минусах всегда надо искать плюсы. Но тем не менее, вот продолжая эту тему, вчера тоже были данные опубликованы, что Башкирия оказалась на втором месте в антирейтинге крупнейших регионов по доле нераспроданного жилья в новостройках как раз. И доля эта составила 74%, хотя вроде бы раньше это было 79-75%, то есть как бы у нас как бы ситуация чуть-чуть улучшается, но тем не менее для меня лично 74% это большой показатель. Что это получается? Жилье-то строится, а покупать-то не покупается. Ну, продавать стало сложнее, это, собственно говоря, не секрет, это все говорят. Но надо иметь в виду, что некоторые застройщики и не горели желанием в условиях роста цен активно продавать свое жилье дешево. То есть, если это у тебя, грубо говоря, ты строишь за счет банковских кредитов, залог которых идет, люди кладут деньги на эскроу счета, банку дает кредит, то банк дает кредит, естественно, скорее всего, поставки застройщик получает, в большинстве случаев поставки ниже, нежели был рост цен на недвижимость. Им было выгодно, имея возможности привлечения денег банковских, держать непроданные квартиры, понимая, что цены на них растут. Ну, и, то есть, понятно, что они их не просто держали, они просто выставляли цены, которые были достаточно агрессивны. Поэтому здесь ситуация не только со спросом, здесь ситуация с желанием застройщика продать. Насколько я понимаю, разница между себестоимостью и продажной ценой пока еще достаточно значительная, у застройщиков есть люфт. Снижение при сохранении экономической эффективности их работы. Ну вот влияние на строительную сферу это же достаточно ощутимая сфера экономики, так и для всех, потому что она как бы задействует многие другие отрасли, других там поставщиков и прочее. Еще одна цифра была вчера опубликована. За первые 5 месяцев в республике введено в эксплуатацию 1 миллион 100 квадратных метров жилья, что на 11% меньше, чем на тот же период в прошлом году. И при этом девелоперы, крупные застройщики, снизили строительство жилья в Башкирии больше, чем наполовину, на 53%. То есть индивидуальные застройщики, люди, граждане, строят больше, а вот крупные почти в 2 раза снизили. Что это означает? Это они предвидели отмену вот этих как раз льготной ипотеки или по другим причинам происходит спад? Ну, первое. Когда отдаются данные по коротким промежуткам, там квартал, 5 месяцев, я бы не стал строить значимые предположения о причинно-следственных связей. Это раз. Потому что в коротких периодах это может быть белым шумом просто оказаться. Но в целом я думаю, что все застройщики понимали, что так в той или иной степени программы ипотеки будут ужесточаться, и их жизнь станет сложнее. В этих условиях наверное, снижается их мотивация к покупке новых участков и запуску новых проектов. Надо иметь в виду, что чтобы запустить проект, ты должен купить участок. Сейчас стоимость гектара в нормальной локации без сносов и на сетях достигает сотен миллионов рублей. Формировать земельный банк в этих условиях, в условиях большой неопределенности, достаточно рискованное занятие. И при этом я думаю, что застройщики прекрасно видят, знают ту динамику стоимости земельных участков, динамику жилищного строительства, которая была в Китае.
и видят, что сейчас, допустим, земли в Китае продаются дешевле, чем покупались 10 лет назад. Причем продаются кратно дешевле. Вот. Собственно говоря, отчасти ужесточение условий ипотеки является способом предотвратить повторение той динамики строительной отрасли, которая произошла в Китае. Мгм, мгм. Башкортостан за год снизился на одну позицию в рейтинге регионов по доходам населения. Об этом сообщает РИА Новости. Вот. В этом году мы, значит, заняли 47 место, в прошлом, получается, занимали 46-е. Вот. Ну и тут как бы есть и плюсы, и минусы вот в этой статистике. Плюс, например, что там у нас жителей за уровнем бедности стало меньше на 0,5%. Стало 9,5%, раньше было 10%. Вот. Но, тем не менее, это больше, чем в среднем по стране на 1%. А минус, какой я лично увидел в этой статистике, если раньше, год назад, можно было на среднюю, на медианную зарплату купить 1,6, прошу прощения, два набора фиксированных товаров и услуг год назад, то сейчас 1,66% наборов. Ну, я понимаю, это некий такой набор для жизни. Вот. И первый вопрос. 47 место в рейтинге по доходам населения для Башкортостана — это нормальный показатель или нет, на ваш взгляд? Но смотрите здесь, что такое хорошо и что такое плохо. Да? Нас же определить, что такое нормально, что такое ненормально. В рамках того, что я вырос в Советском Союзе, в Башкортостане, который привык считать сильным, передовым, развитым, и там 11 университетов и крупный нефтехимический комплекс, видеть себя середнячком, а почему же сейчас не середнячком, а так средний минус, конечно, для меня это ненормально. С точки зрения той динамики экономического развития, которую мы видим на протяжении 20 последних лет, с точки зрения темпов роста ВРП, объем инвестиций привлеченных, естественно, это закономерный результат десятилетий развития, в котором отставали от среднероссийских темпов. В этом плане это естественно. Но смотрите, знаете, хотел вас поправить, не поправить, даже немножко докомментировать. У нас, когда вы говорите, бедность выросла, бедность упала, надо понимать, что у нас бедность, той методике, которая есть, она не измеряет бедность в том аспекте, в котором ее привыкли воспринимать граждане, как возможность там себя накормить, напоить, заплатить за коммуналку. У нас бедность показывает просто уровень социального расслоения относительно медианной зарплаты. Вот и все. Поэтому, если у нас бедность, соответственно, выросла, у нас чуть-чуть медианной зарплаты выросла по отношению к людям, которые получают мало. Это не говорит об абсолютном уровне бедности. То есть вот это надо четко понимать. Вопрос, как измерять бедность относительно фиксированного набора товаров и услуг, или измерять бедность относительно медианной зарплаты, средней зарплаты, либо это вопрос даже не дискутабельный, это вопрос ценностный. В большинстве своем странах с невысоким уровнем дохода бедность измеряется относительно набора товаров и услуг, потому что стоит задача людям выжить или более-менее жить достойно, сохранять, имея возможность поддерживать свои навыки, свои ценности, посещать какие-то культурные мероприятия. В странах с высоким уровнем дохода, где проблемы с базового инструментального потребления уже решены, бедность обычно измеряется как именно социальный показатель. То есть бедность не инструментальная, когда ты не можешь покушать, а бедность относительно твоего соседа. Вот. Мне кажется, что логика перехода в свое время показателя измерения инструментальной бедности до социальной бедности, она отчасти имела право быть, когда уровень доходов относительно рос. Но сейчас мы видим, что наша бедность очень близка к физиологической нищете, когда люди не могут себе обеспечить полный набор товаров и услуг. В этих условиях, мне кажется, говорить об измерении именно социальной бедности не совсем правильно. Тут два момента я хотел бы с вами тоже обсудить. Первый, во-первых, вот я приводил цифры, что год назад можно было на медианную зарплату купить два набора фиксированных товаров и услуг, сейчас 1,66. То есть я, может быть, немножко неправильно рассчитаю, но пока я так могу представить, что это как бы реальная инфляция для населения. Где-то 3-4% инфляции за год составила. Или я ошибаюсь? Сколько еще раз? Раньше можно было два набора купить, сейчас 1,66 набора. То есть, получается, наши деньги подешевели не на 8-10%, а на 34%. Я, может быть, неправильно считаю, может быть, я. На 16, если считать. Вы же считаете о двух наборах. То есть, если вы берете 200%, 100, то получается 16%. В данном расчете. Смотрите,
всегда, когда говорим инфляция, говорим о том, что инфляция – это некий условный набор товаров и услуг, и динамика цен на это условный набор товаров и услуг. Естественно, что инфляция у каждого, она своя, и может резко отличаться от вот этого набора товаров и услуг, который считается Госкомстатом. Вот смотрите, по прошлому году мы видели инфляцию, индекс потребительских цен, давайте говорить так, индекс потребительских цен, чтобы точно определить показатель, на уровне там 7%, да, по-моему, там 7,2, 6,8, я сейчас не помню, но при этом мы видим, что дефлятор инвестиций, который применяется Росстат, находится на уровне 13%, то есть это означает, что инфляция цен на товары и услуги в той структуре, которая соответствует инвестициям, составила уже 13%. А в ноябре 2023 года мы видели шокирующие, наверное, цифры, которые показывают, что рост цен товаров-производителей в стране составил около 20%. Вот вам три измерения инфляции. Один ИПЦ, второй дефлятор ВРП, третий, соответственно, цен товаров-производителей. Что такое реальная инфляция? Ну нет такого слова. Какая реальная инфляция для всех? Нет, может быть, личная инфляция, может быть, для каждого персональная. Личная, я говорю, вот личная инфляция, да. То есть, вот, соответственно, у вас личная инфляция находится где-то между 7% ИПЦ и 20% повышения цен товаров-производителей. Что из этого вы выбираете в качестве реальной инфляции, это уже зависит от вас. И второй момент, который хотел бы тоже обсудить. Вот вы сказали, что сложно сейчас рассчитывать уровень бедности по одному из принципов, там по другому, потому что у нас сейчас многие находятся вообще в стадии выживания, многие семьи, да? Я сказал, несложно, я считаю, что не своевременно сейчас считать социальную бедность, когда мы близки к физиологической бедности. Вот, да. Границам, да. Тем временем, новость, по-моему, тоже вчера, что Россию включили в число стран с высоким уровнем доходов. Почти там что-то более 12 тысяч долларов на душу населения, что ли. Ну, цифры тоже могу ошибаться, но суть в том, что мы попали в число высоких стран с высоким уровнем доходов. То есть, как бы вроде бы Всемирный банк вам противоречит, нет? Но, во-первых, здесь же говорится о валовом доходе на душу населения. То есть это не то, сколько люди получают на руки, на самом деле. Это то, сколько они скорее производят доходом, правильно? Это раз. Во-вторых, надо понимать, что мы беднеем, мы богатеем, но при этом Россия находится в числе стран, если смотреть в целом по миру, где уровень доходов на самом деле достаточно нормальный. Но вопрос, с кем мы себя сравниваем. То есть если мы себя сравниваем со Швейцарией, Германией или США, то, естественно, у нас уровень доходов низкий. Но если мы себя сравниваем с Центральноафриканской Республикой или Пакистаном, то уровень доходов у нас на самом деле высокий. Большая часть мира живет, вырабатывает продукты и получает зарплаты ниже, чем мы. Это правда. Другой вопрос то, что, говоря, много или мало мы получаем, я себя сравниваю именно там, с Западной Европой, там, может быть, с нашими соседями, но не с Центральноафриканской Республикой. Понимаете, вот это вот примерно то же самое, что с Башкирией. То есть я думаю, почему я постоянно негативно думаю об экономике Башкирии? Но мы же, в принципе, неплохо, мы средненько. А потому что в свое время я привык думать, что мы лидеры. И вот сейчас я не хочу думать, почему же мне не нравится уровень дохода в России, сравнивая себя с Центральноафриканской Республикой. То есть я хочу сравнивать себя с лидерами, а не с Центральноафриканской Республикой. Сравнивать с Центральноафриканской Республикой, да, у нас, в принципе, все неплохо. Ясно. Вопрос от наших слушателей. Почему за границей не принимают доллары старых серий, а в обменниках нет новых? Если вы знаете, сможете ответ на этот вопрос. Я не знаю, думаю, технический вопрос. Ну, я когда за границей, насколько я их не понимаю, принимают, и просто принимают не так охотно, особенно в Турции, если я так понимаю, что вопрос где-нибудь Турция и Египет. Вот, их просто неохотно воспринимают на розничном рынке. Их надо нести в банк, банки могут вести комиссию за их прием. Ну, особенности некоторых стран, получается. Так ведь? Следующий вопрос. По объему выданных кредитов наличными Башкортостан в мае занял 6-е место среди регионов. В общем, в целом выдали на руки только Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область. Это почетное такое место находиться в топ-6 такого рейтинга. И о чем это вообще говорит? Ну, это абсолютно пропорционально количеству населения. То есть мы, по-моему, по населению 7-е, правильно? Выдали 6. То есть, в принципе, плюс-минус. Там, где должны находиться, там и находимся. Средние доходы, 7-е место по количеству населения, 6-е место по количеству кредитов. То есть, в принципе, плюс-минус там, где должны. То есть это ни о чем не говорит. Угу. Ну, интересно. Если бы мы находились на 30-м месте или там на 2-м месте, об этом бы стоило говорить. А так должны были, в принципе, математически на 7-м, сейчас оказывается, что все логично, да? Все логично. А все-таки интересно, а под какой процент люди берут сейчас кредит? Если ключевая ставка 16?
Ну, ключевая ставка 16, соответственно, плюс у вас операционные расходы, плюс у вас должна быть какая-то маржа банка. Я думаю, что реальная процентная ставка с учетом штрафов, комиссий, поборов, страховая должна быть ниже 22-24%. Причем, говоря 22, я, скорее всего, говорю, что это маловероятно. То есть, если мы говорим о розничном кредитовании. Но теперь вопрос, почем берут люди? Часть же программ субсидируется, в том числе субсидируется продавцами и производителей. В конечном счете эта ставка так или иначе вкладывается в цену товара и в цену кредита, но она может быть не ощущаема для тех, кто его берет. То есть, просто завышается там на треть стоимость, я не знаю, там, машины, и вам продаются по ставке там, 5%. Вот. Такой маркетинговый ход. Ну да, абсолютно нормально, так многие делают. Я думаю, что такая же история сейчас будет с рассрочками и кредитами на квартиры. То есть я думаю, что часть застройщиков с банками будут выстраивать программу, где застройщик будет компенсировать часть ставки, в том числе ипотечной, за счет своей маржи или за счет цены квартиры. Угу. Поговорим об экономике муниципалитетов. Вчера тоже новость была, что власти Нефтекамска решили взять кредит на 150 миллионов рублей для пополнения бюджета. Нужны на покрытие дефицита и на погашение прежних долговых обязательств деньги. Но меня удивили тоже ставки. Город собирается получить кредит на 1,5 года под ставку 17%. Вот. За счет чего будут возвращать деньги? Вот этот вопрос меня интересует. Ну, здесь, за счет чего? За счет доходов, за счет дотаций и субвенций. Но если сейчас уже не хватает, вот уже есть дефицит. Смотрите, здесь вот правильно, мы подходим к другому вопросу. А зачем, собственно говоря, муниципалитет стали брать? Муниципалитету никогда не хватало. Бюджет Уфы, допустим, все эти года колеблется отношение общего бюджета и собственных доходов где-то находится на уровне 50%. Чуть больше, чуть меньше, чтобы вы понимали. То есть, Уфа один, безусловно, лидер среди городов Башкирии и лидер с точки зрения соотношения собственных средств и объема всего бюджета. В других городах доля собственных средств меньше, и то это всего лишь 50%. И это не проблема не только Уфы, примерно муниципалитеты в России плюс-минус находятся примерно в этой же позиции. А если мы говорим, допустим, о бюджете более мелких городов, то я смотрел в свое время, лет 5 назад, меня удивила цифра, что бюджет Агиделя, собственные доходы составляли лишь 10% от суммы бюджета. То есть, соответственно, постоянно вышестоящий бюджет докидывал денег. И у города все срасталось, и это было очень логично. Я объясню почему. Потому что вышестоящий бюджет имеет возможность привлечения ставки по более низкой, привлечения денег, будь то в виде займа, выпуск облигаций, по более низкой ставке. Соответственно, легче привлечь деньги на республику, дешевле, и отдать их городу, чем привлекать на город, потому что в городе цена денег будет выше. Это все логично. Почему стали спускать кредиты на муниципалитеты? Просто потому что в Башкирии, мне кажется, уже потихонечку подходит к тем границам, где будут нарушены бюджетные ковенанты при продолжении столь же агрессивной политики наращивания задолженности бюджета. При этом хочу сразу отметить, пока еще я бы не сказал, что ситуация достигла каких-то значимо критичных параметров, но все логично. Бюджет республики стал перекладывать займы на муниципалитеты. Хотя раньше занимался тем самым. Я раньше помню, говорилось о том, что невыгодно брать властям местным кредиты в коммерческих банках на бюджетные расходы, потому что они дорогие. И привлекались какие-то другие механизмы, не знаю, как правильно их назвать, под 1% брали кредиты в бюджете уже в федеральном или в республиканском. То есть какая-то была другая система. Почему сейчас это не работает? Потому что бюджет республики пошел к тем границам, где уже рост задолженности, темпы и объем задолженности республиканского бюджета привлекает внимание, скажем так. Пока еще не критичен, но уже заставляет думать о будущем. Соответственно, эти долги консолидированного бюджета, это бюджет республиканский плюс муниципалитетов, долги консолидированного бюджета стали прятать в муниципальных различных займах и облигациях. Потихонечку. Поговорим о последствиях.
Вы говорили о последствиях. К чему это может привести, допустим? Ну, я, например, если не вижу ответа на вопрос, где Нефтекамск тот же возьмет деньги на покрытие долгов и будет постоянно залезать в кредиты, рано или поздно он станет банкротом, ну, в моем Ну, понимании. теоретически он станет банкротом, теоретически распродажа муниципального имущества. На практике я, честно говоря, не помню таких случаев. Соответственно, поможет республика, республике поможет Россия, дадут от руководство. Ну, обычно Ну, бюджеты сейчас кредитов пишут. Как, спишут собственно все говоря, долги. ну, не все, это будут долгие танцы. Естественно, что эти танцы будут сопровождаться снижением расходов бюджетов, в том числе и социальных. То есть вот примерно так. Такого, что муниципалитет обанкроется, это, ну, такой, мне кажется, очень гипотетический случай. Но то, что уровень его реальных расходов на социальную сферу, на инфраструктуру снизится, это очевидно. Ну, а куда? Им сейчас деваться некуда. То есть тоже надо это понимать. И особенно, знаете, в этом плане удивительно то, как дружно все регионы одобряют введение поправок в налоговое законодательство, по сути, означающее, что консолидированные бюджеты региона будут получать меньше средств. Вы говорите вот То о есть, последних изменениях, которые приняты уже, по-моему, в первом чтении, если не ошибаюсь, в Госдуме, да, в налоговый кодекс. Там речь идет не только о росте, ну, об изменении шкалы на НДФЛ, но и других там вещах. к примеру, Других налогов. к примеру, введение НДС для упрощенцев, которое будет уходить в федеральный бюджет, то есть фактически забираться из региона. Вот. Кажется, что при развитой федерации местные законодательные собрания должны были бы более активно обсуждать выпадающие свои доходы с учетом того, что большая часть регионов дотационных. Ну да, дотационных. Но это фактически правильно понимать для жителей вот тех городов или районов, которые на свои собственные доходы фактически жить не могут и нуждаются в постоянном пополнении сверху денег на свои расходные обязательства, у них просто не будет возможности, не знаю, там, залатать дыру в асфальте там где-то или еще что-то, там, дорогу починить или мост, который обрушился неожиданно, Ну, поправить. с одной стороны, да. С другой стороны, надо понимать, что это разделение между муниципальным бюджетом, республиканским бюджетом и уже федеральным бюджетом, оно в определенной мере носит искусственный характер. Просто нет возможности у муниципалитета жить без подачек сверху. Нет возможности. И эта ситуация уже сохраняется десятилетиями. Поэтому, когда мы всерьез говорим о финансовой независимости муниципалитетов, это же не так. Это же абсолютно искусственная конструкция. Если бы у вас, допустим, собственные доходы бы достигали там 95%, 5% вам дают сверху, и вы такие, сейчас мы напряжемся, сэкономим, и сами все-таки сможем. А у вас физически нет возможности сами. Ваш бюджет – это все равно часть бюджета республики. Сколько она вам даст, так вы и будете жить. У вас 50% своих денег, у вас хватает денег, можно платить учителям. Может быть, чуть после этого остается год к году. Там есть года, где оставалось, где не оставалось. Сейчас, по-моему, там бюджет образования меньше, чем собственные доходы, допустим, по Уфе, да. Но все, больше у вас ни на что не хватает. Все. То есть поэтому некая такая кажущесть разделение независимости бюджета Уфы от бюджета республики – это иллюзия. Их надо смотреть вместе. И поэтому, собственно говоря, и попытка оценить, допустим, там, работу мэра города, администрацию Уфы, не понимая, что они действуют ровно в тех границах, которые им позволяет финансирование сверху, она тоже иллюзорна. В этом Тут я плане вообще правильно вас вопрос, как Я вас правильно оценивать. понял, что экономическое благополучие муниципалитета во многом зависит от лоббистских возможностей его начальника? Ну, как лоббистских возможностей? Лоббистские возможности Ну, скажем, раньше подразумевают... вспомним, у нас были времена, когда мэр Уфы не дружил с главой республики, там, по-моему, во времена Хамитова была такая ситуация, и там очень много было проблем именно с финансированием. Сейчас, наоборот, по-другому вроде, и сейчас хорошо. Или я ситуацию не обрисовываю не Вы совсем знаете, точно. слово лоббистская возможность подразумевает субъектность. То есть, правильно ведь? А можно ли говорить о том, что, допустим, лоббистские возможности, там, я не знаю, там, заместителя по отношению к руководителю? Это лоббистские возможности или нет? Это что такое? Хорошие отношения просто. Хорошее, правильно. Поэтому слово лоббистские возможности в данном случае звучит... то есть надо Неверно. понимать, что главы муниципалитетов у нас не субъекты в отношении с отношением в республике. То есть субъект – это республика, они объекты в данном случае.
Ну, то есть, если перевести на простой язык, горожанам там, того же Нефтекамска или Уфы, прежде чем что-то попросить сделать у мэра, ну, построить, лучше сразу напрямую к Хабиру выйти. Ну, так и есть, по большому счету, да. То есть во многом это проблема, кстати, не только башкирская, это проблема, мне кажется, российская, потому что муниципалитеты, если бы имели возможность в значительной степени сами отвечать за свою хозяйственную жизнь, это бы означало, это бы было бы существенным, дало бы, могло быть существенным источником роста экономики России в целом. Сейчас на муниципальном уровне, собственно говоря, пытаться что-то сделать бесполезно. Ну, практически бесполезно, то есть с точки зрения экономики. Мгм. То есть ты не можешь сказать, а вот сделаю так, и это будет хорошо. Смотрите, вот, допустим, по некоторым расчетам, ну, я не очень в них верю, но других расчетов нет. Внутренний городской продукт Уфы составляет 1,5 триллиона рублей. Ну, Уфы агломерации, 1,5 триллиона. Я не думаю, я думаю, что эта цифра завышена, но плюс-минус здесь задача порядок цифр понять. А при этом собственные доходы бюджета Уфы составляют там 20-25 миллиардов. Там, да, ну, вот посмотрите, то есть получается, что меньше 2%. Правильно ведь? Так, да. Вот. И на эти деньги Уфа как должна жить. Ну, так это нереально же. То есть бюджетную систему надо представить таким образом, чтобы муниципалитеты имели возможность жить на свои деньги, и чтобы они были мотивированы увеличивать доходную базу. А сейчас что такое увеличить доходную базу? Да, льготы, профинансировать какие-то бизнесы, да, ведь, я не знаю, субсидии, субвенции, построить какую-то совместную работу. Ну а толку-то строить, если ты из продукта получаешь только меньше 2%? То есть ты должен вкладывать, а в ответ тебе придет только меньше 2%, что ли? Ну а зачем? Ну это не отбивается просто. Просто это не отбивается. А, соответственно, не надо заниматься. Я думаю, что Мгм. если бы у мэра была возможность строить эффективную экономическую систему, то это бы скрыло потенциал многих из них как управленцев. Ну или показал бы отсутствие этого потенциала. Ясно. Новости приходят от крупных компаний, в том числе от Башнефти, что она повышает цены уже в шестой раз с начала лета на бензин. Как вы считаете? Ну, может быть, это старый вопрос, надоевший уже вам. Почему повышаются цены и продолжится ли повышение цен на топливо? А, с- ну, во-первых, конечно, продолжится. Но здесь, знаете, что интересно? Недавно я с удивлением для себя увидел статистику, что за 10 лет цены на топливо повысились примерно 50-60%. А инфляция выросла на 100%. То есть получается, что цены на бензин растут ниже, чем инфляция. Я никогда не смотрел вот в этом долгосрочном аспекте. То есть, когда у нас повышаются цены, и это тут же вызывает общественный резонанс. И такое ощущение, что цены на топливо постоянно растут и растут очень быстро. А оказывается, нет. Для этого просто достаточно посмотреть статистику. Вот. Второе, что нужно понимать, мы можем, говоря о росте цен на топливо, самый простой ответ, это, ну, там один ответ, это, допустим, инфляция, соответственно, нефтяники перекладывают издержки на потребителя. Второй, допустим, ответ, это установление паритета с внешним сбытом, с экспортом нефтепродуктов. Соответственно, можем говорить о том, что цены внутренне устанавливаются с учетом паритета прибыли при реализации на экспорт с учетом нефтяного демпфера и НДС. Ну, окей, то есть это второй ответ. Но по большому счету мы должны понимать, что непосредственно в цене готового бензина себестоимость издержек, непосредственно издержек, составляет там 20-30%, остальные налоги. А доля нефти, по разным оценкам, 7-10%. То есть вот если вы покупаете бензин за там, 50 рублей, то нефть, себестоимость вносит не больше 5 рублей. Ну, то есть, если так взять какую-то гипотетическую ситуацию, что все продается без налогов, без ничего, можно было бы продавать бензин за 5-10 рублей условных? Ну, за 10 рублей, скорее всего, да, можно было бы, да. Ну, собственно говоря, многие страны, в которых нефть добывают, так и делают. У них бензин дешевле, чем вода стоит. Остальное налоги. Мгм. Повышение акцизов, ну и остальные меры налогового регулирования. Ну, выросли не только цены на бензин, тарифы на газ с 1 июля повысились на 11,2%. Вот. И вопрос, наверное, обывательский такой, почему здесь рост цен выше, чем ориентир по инфляции в 4%? Ну, насколько я понимаю, они не повышались. Я могу ошибаться. Они отставали от инфляции до этого, рост цен на газ, может быть. А во-вторых, просто надо посмотреть картинку не только там сравнить с инфляцией, год к году. Это такой, знаете,
мелкий взгляд. Отойдите чуть подальше и смотрите картинку в общем. То есть у вас убытки по «Газпрому» там находятся в районе 600-700 миллиардов за год, правильно? Ну, раньше Очевидно, «Газпром» был прибыльный, а сейчас он стал убыточный, насколько я правильно понимаю ситуацию. сейчас он Кардинально убыточный, поменялся. причем сильно убыточный, да, причем он сильно убыточный. Соответственно, очевидно, что не имея возможности получать деньги на внешних рынках и привыкли жить хорошо и строя вот эти вот лахты-центры и заявляя о том, что будут строить еще дальше, естественно, деньги будут брать за граждан больше. А где их еще взять? С Европы их уже не возьмешь, с Китая брать очень тяжело. Как мы с вами говорили, в некой зависимой позиции по отношению к Китаю. Поэтому будем добираться с граждан. А это абсолютно очевидная история, никакого отношения к уровню инфляции это иметь не будет. Пока «Газпром» убыточный, будут расти цены на голубое топливо у вас в квартирах. До тех пор, пока не выйдем на уровень рентабельности определенный. Ну, понятно, это же наше достояние, оно же может обанкротиться. Соответственно, банкротиться будет домохозяйство. Понятно. Новости от башкирской содовой компании. Они утвердили выплату дивидендов за 2023 год в размере более 3000 рублей на одну акцию. Вот. Ну, в принципе, год назад они, по-моему, чуть поменьше платили, 2 года назад больше. О чем это говорит? О том, что предприятие находится в хорошем состоянии? Но смотрите, если я не путаю цифры, по итогам, у нас же в 2020 году национализировали соду, если не ошибаюсь, да, ведь? По результатам событий в Куштау. А по итогам 18-19 годов дивиденды соды составляли где-то в диапазоне 7-9 миллиардов рублей. Я точно цифру не помню, но вот порядок цифр такой. По результатам 2020 года дивиденды не были выплачены. Я не помню, были ли выплачены промежуточные дивиденды, но по результатам 2020 итога дивидендов не было. И, соответственно, следующие дивиденды мы получили только в 2022 году, по итогам 2020-2021 года. Там они были побольше, там выплатили на уровне там, 7-8 миллиардов. Но имейте в виду, что 7-8 миллиардов это не по 2021 году, это по итогам 2020 по 2021. По итогам по итогам 22-го выплатили что-то в районе 3-3,5, где-то между 3 и 4 миллиардами была цифра. Сейчас была общая сумма дивидендов больше 5 миллиардов. Ну вот и сравните. 3, 5, 8 за 2 года с теми 7-9, которые были пока им правили частные собственники. Угу. Ну, это часть аспектов. Здесь, кстати, вот это с одной стороны. С одной стороны так. С другой стороны, насколько я помню, я смотрел их баланс, я могу ошибаться, но мне кажется, сокращается долговая нагрузка. Поэтому судить только об эффективности управления только по снижающимся дивидендам было бы не совсем правильно. Я так думаю, что в 17, 18, 19 годах частные собственники получали дивиденды во многом за счет наращивания долговой нагрузки. И с их стороны это абсолютно правильное рациональное решение, с учетом того, что, я думаю, они чувствовали риски потери объекта. То есть они выводили деньги, при этом, в принципе, продолжая нормальную производственную деятельность без риска для нарушения там, производства, но при этом и не инвестируя активно в расширение. Абсолютно рациональное их поведение с их стороны. Поэтому по снижающим дивидендам, я бы не стал бы делать выводов о падающей эффективности, хотя это является признаком, но здесь меня соды, знаете, что удивляет, несмотря на снижение дивидендов, может быть иррациональное, мы видим, что сода позволяет себе какие-то, по-моему, нерациональные затраты, абсолютно нерациональные затраты. С моей точки зрения, с субъективной точки зрения, мы видим, что по той информации, которая публиковалась в «Коммерсанте» на сайте, по-моему, УФА-1, сода объявляла закупку автомобиля за 52 миллиона рублей, микроавтобуса. Это персональный микроавтобус, по большому счету, там 6 пассажиров, но в той комплектации, которая есть, по большому счету, он предназначен для перевозки одного менеджера. И в результате они купили, опять-таки, по информации газет, это звучит невероятно, но за 42-44 миллиона рублей они купили автомобиль. И вы посмотрите БСТ. На БСТ вам показывают, что люди берут утилизированные, списанные автомобили, восстанавливают их, отправляют на СВО. То есть, когда руководство говорит, что у нас все для СВО, в это время где-то здесь у нас госпредприятие покупает автомобиль для менеджера дороже, чем стоит Аурус. Оно покупает автомобиль, который стоит существенно дороже, чем С-класс. Оно покупает автомобиль, то есть вместо туда отправляются восстановленные автомобили, старые списанные автомобили. А здесь у нас за 40 с лишним миллионов покупается микроавтобус с функцией
ну, такая была заявка, я уж не знаю, какой они реально купили, с функцией, сейчас я скажу, меня это удивило, диванной в гостиной. Представляете? То есть В это не смысле, просто поспать можно серийный в автомобиль. машине? Ну, спать ты можешь, да, но это же функция дивана в гостиной. Я не представляю, что там. То есть это немецкий автомобиль. То есть у нас пока Германия поставляет туда оружие, здесь покупается немецкий автомобиль, причем не серийный, это крафтовый автомобиль. За эти деньги это крафтовый. Им уже серийные автомобили не нужны. На серийных автомобилях пусть шейхи арабские ездят. Нам-то нельзя, нам нужен крафтовый автомобиль, понимаете? Вместо того, чтобы купить 30 УАЗиков и отправить новых туда, там утилизируют автомобили, восстанавливали. Здесь менеджеры, наемные менеджеры, замечу. Собственник же народ, но для народа такие автомобили на остановках не стоят, да, ведь для собственника. То есть, а наемный менеджер есть на автомобилях стоимостью $500 тысяч. Ну, это, конечно, удивительно. Я Ну, не знаю, мне кажется, давайте ну, меня все-таки это очень структуру... удивляет. Настолько, что, мне кажется, даже эта информация невероятная, поэтому я говорю, по информации газеты. Я боюсь говорить, что это правда. Если это правда, это, конечно, шокирует. Давайте все-таки структуру собственности БСК разберемся. Вот вы говорили, что она почти государственная, но, на мой взгляд, это немножко, как сказать, дело гораздо глубже. То есть, если по состоянию на июнь 2022 года в собственности Росимущества находилось 57%, больше 57% бумаг компании, еще 38% Башкирии и только 4% другим акционерам, то есть, собственно говоря, можно говорить, что это государственное предприятие почти. Да. И в обращении находилось тогда, по данным РБК, больше 900 тысяч акций БСК. Вот. Но в 2023 году Владимир Путин своим указом передал больше 757 тысяч акций из 900 из федеральной собственности в доверительное управление компании «Русский водород». А что такое компания «Русский водород»? Ну, это частники. И правильно я понимаю, что теперь львиная доля тех же дивидендов теперь уходит в частные руки? Смотрите, передали в Или все-таки доверительное... государство уходит? Оно уходит в государство. Это в доверительное управление же означает. Так. Кажется, оно должно уходить в государство в результате. В Ну, вот. результате, да. Но, Нет, тем ну, не менее, доверительное характер управление, то есть это... управления поменялся. Все-таки рулит не государство, а вот какие-то конкретные частные лица. Ну, в том числе, мне Ну, кажется, от имени руководство БСК государства не и по поменялось. поручению. От имени государства и по поручению государства. Поэтому нет, оно как было государством, так и останется. Не, ну по характеру Формально. А того же фактически? автомобиля они что-то ведут себя не как государство, а как частные люди вполне себе. Вот это парадоксально, да. Причем, смотрите, может быть, там 2 миллиона 44 за автомобиль, не такая большая сумма в масштабах республики, но мне кажется, очень трудно совместить заявление, которое мы слышим по телевизору о социальном государстве, и такое поведение наемных менеджеров. Если эта машина вообще им, кстати. Здесь тоже вопрос дискутабельный. Для кого это? Потому что, судя опять-таки по балансам и по результатам деятельности, СОДа, в принципе, достаточно адекватно управляемая. А эта покупка, мне кажется, неадекватна. Мне вот эти две вещи не совмещаются. Ну, то есть, может быть, одна из версий такая, предположение, что этот автомобиль купили какому-то, не знаю, руководителю там, правительства, условно говоря, республики, там, или главе Я региона. Ну, даже... там, с большим допущением. С большим допущением, наверное, потому что, нелогично, что наемный менеджер ездил на автомобиле $500 тысяч. Нелогично это, понимаете? То есть он за свои деньги купил, это логично, ладно. Человек, это не... я не знаю, здесь можно предполагать, здесь можно что об этом говорить. Ну, я бы хотел еще одну тему из повестки дня актуально обсудить. Буквально вчера, по-моему, тоже стало известно, что суд, если не ошибаюсь, в Петербурге признал журналиста Александра Невзорова, который объявлен иностранным агентом, и его жену Лидию Невзорову экстремистским объединением, что позволило обратить их имущество в доход государства. Об этом ТАСС рассказывала. У них, значит, 3 земельных участка, жилой дом, автомобиль и 25% установок капитала какой-то компании. Что это означает с экономической точки зрения, по-вашему? Что теперь частную собственность можно изъять таким образом? Мы с вами об этом говорили, да. А уже, в принципе, видите, было бы желание, а форма изъятия – это уже вопрос техники и старших лейтенантов, можно так сказать, да. То есть это уже даже не вопрос лиц, принимающих решения. Можно и так. Вообще слово экстремизм, мне кажется, поменяло то значение, которое
А, Оно имело для меня, допустим, когда мне было там 15 или 16 или 20 лет, да, или которое оно имело меня в Советском Союзе. То есть для меня в то время экстремисты это были там дядечки с разгрузками, с поясами шахидов, или там, знаете, те, кто Ну, идут там или с, терактами. с коктейлем Молотова в руках, условно говоря. Да, 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 да. Ну, то есть сейчас мы видим, что дядечки в разгрузках, да, талибы, которые не исключены официально из террористов, приезжают на форум в Казань или приглашены, они не приехали, не приехали, министров образования. Причем мне непонятно, как это срастается. С одной стороны, вы в списке террористов, с другой стороны, вы свободно путешествуете у нас, а с третьей стороны, у нас, видите, там экстремисты стали уже так, девочки с плакатами. Окей. Это не то, что правильно или неправильно, вопрос просто значение слова поменялось. Вот вы сказали, вот это значит вот это, да, то есть, ну ладно, пусть будет так. Но помните, по-моему, у Джорджа Вашингтона была хорошая фраза, он говорил, а сколько ног у собаки, если хвост назвать ногой, как считаете? 5 получается. Нет, все равно 4, потому что, как ты не называй хвост, он хвостом и остается. Хорошая фраза, да. Прошу Вот, прощения. поэтому как-то вот так, наверное. Ну, смотрите, вот на ваш, не знаю, может быть, оценивая свой жизненный опыт, в перспективе, может ли вот это вот решение стать таким массовым? Может ли это потом масштабироваться Конечно. на уровне того, что в регионе какой-нибудь завистливый, не знаю, человек в погонах скажет: слушай, у тебя какой-то богатый дом, мне он нравится, давайте-ка мы тебя сделаем, твою семью, экстремистским объединением, это собственность государства, а государство мне даст как наемную квартиру, как арендованную квартиру. Ну, прям так, до этого еще тяжело, хотя мы с вами А почему? прекрасно В чем, видим в чем эти времена, сложность-то? когда там в 30-х годах, там, в 37-38 писали кляузы на своих соседей коммуналки, потом соседи забирали, и люди расширялись. Так это было, поэтому, наверное, этот путь развития возможен, но мне хотелось бы верить, что вероятность этого ниже, нежели вероятность других сценариев. А то, что это мы говорим о личной собственности. А то, что частную собственность отбирают уже под множественным предлогом, ну, это очевидно. За прошлый год 180 заводов, 180 предприятий в России были национализированы. 180. И видите, список поводов для национализации все расширяется, расширяется, расширяется. Вот мне Да, хотелось бы верить о том, что до кляуса относительно жилплощади не дойдет, конечно, как это было у нас. Хотя оснований говорить об этом рационально нету. То есть до этого может дойти. Ну, будем верить хотя бы, а иначе как? это просто у вас такая надежда на честность и Это порядочность. надежда, она нерациональная, но хотелось бы верить, что вероятность этого небольшая. Но отрицать эту вероятность я не могу при этом, конечно. Ну что ж, я думаю, вот на этой надежде хотя бы остановимся. У нас время нашей программы постепенно подходит к концу. Напомню, что у микрофона был Разиф Абдуль, на мой собеседник, экономист Всеволод Спивак. Спасибо за то, что вы нашли время для участия в нашей программе. Спасибо, до свидания. До новых встреч в эфире. Всего хорошего.